Выявить сильные и слабые стороны. Именно с этой целью, как отметили в Министерстве просвещения, проводится подобное мероприятие. В один день директора учебных заведений должны будут пройти сразу 3 теста на выявление личностных и, самое главное, интеллектуальных качеств. Данный комплекс тестов включает в себя 3 составляющие, которые некоторые из них имеют определенное количество ограниченное времени, другие не имеют, так как один из них это тест на интеллект, на IQ, а другие это абхазский тест-опросник личности, который есть и в абхазском, и русской вариации, представляет из себя 176 вопросов, и они односложные, да, нет. И если первый личностный тест требует выбрать различные фигуры и цвета, представленные на бумаге, то интеллектуальный – решить логические задачи и ответить на вопросы по русскому языку, математике и другим предметам. На 50 вопросов директорам школ отводится ровно 15 минут. Согласно статистике, большей части испытуемых этого времени недостаточно. Однако тут все строго. Листы с ответами собираются незамедлительно. Жаль, мы вообще этот тест провалили. Мало будет. Надо 20 минут давать. Вот на такой тест чуть больше можно. Участие в таком интеллектуальном психологическом опроснике – выбор каждого. Как отмечают в Минпросвещении, это тестирование не обязательное. Конечно, респонденты имеют право отказаться. Это право лично каждого. А были такие? Да. О том, какое количество специалистов не изъявили желание участвовать, неизвестно. Однако тех, кто все же пришел, уже насчитывается 10 человек. Нас пригласили, и поэтому мы пришли. Сказали, нужно заполнить тест, и мы пришли. Не зная, что мы будем делать и какой тест заполнять. В целом интересно, конечно, но я думаю, что это не ради проверки, соответствуем мы своей работе или нет, а просто проводится какой-то тест психологический. И мы являемся теми, с которыми проводят этот тест. А скажите, ранее какой-то подобный тест вы проходили, сдавали? Нет, это впервые в жизни. А так вообще, конечно, я для себя, чтобы тренировать память, тренировать свой мозг, я люблю, занимаюсь этим. Часто прохожу какие-то тесты. Это только для себя. Вы знаете, это, наверное, просто не так привычно, само звучание, сдать тесты. Это очень интересно, однозначно. Особенно мне не терпится результат услышать. Это характеризует тебя, определяет твои недостатки, какие-то преимущества. Так что такого рода тестирование, я считаю, что это очень современно и своевременно. И только положительные у меня личные эмоции от такого рода тестирования. Среди участников тестирования педагоги и директора школ с большим стажем работы. Причины прийти сюда для каждого свои. Кто-то в очередной раз проверяет собственные знания, кому-то просто интересны особенности своего психотипа. Виола Барганжа, Эдуард Аркелян, Абаза ТВ.